Я что сделал? Смазал. Смазал. Зачем смазал? Чтобы... Да, она перегревается. Вращение большое здесь, она перегревается. Чтобы не перегрело, я чуть-чуть смазал это место. Смазал это место. Основной инструмент какой для работы у нас? Основной инструмент. Пишите тетради, давай предложение основное пишем. Основным инструментом для... Пишем. Основным инструментом для данной работы, основным инструментом для данной работы являются стамески, штангенциркуль и линейка. Стамески, штангенциркуль и линейка. Вот они, основные виды инструментов для данной работы. Для изготовления, чуть-чуть можно было по-другому сказать, для изготовления данного изделия. Нет, ну здесь основной-то инструмент вот он, правильно? Основной-то инструмент. Ну здесь эти... Ну что? Так. К сожалению, нет у нас. Обработка же бывает двух видов, правильно? Двух видов. Черновая и чистовая обработка. Сначала надо вот эту стружку, вот эту сверху снять ее надо. Это называется черновой обработкой. Понятно? Черновой обработкой. Потом уже косая стамеска бывает. Понятно? Полукруглая стамеска. Сначала убираешь вот эту черновую часть, а потом косой стамеской уже более чисто работать. Ну, к сожалению, еще раз говорю, придется нам... Ну ничего, я их приобрету, это не проблема. Чуть-чуть ее поднимем, чуть-чуть ее подушим, поднимем. Так, посмотреть надо. Вот здесь должно быть не больше сантиметра вот это место. Поняли? Не больше сантиметра. Несколько, да, сантиметров нельзя. Почему у нас она не прижимает? В Белоруссии тоже научились халтурить. Китайцы научились. Ну что, режущая кромка. Где режущая кромка? Покажи Кему режущую кромку. Она какая должна быть? Острый. Вот она должна быть острая. Вот сейчас ни в коем случае я ошибся, и он ошибся. Он должен был несколько таких слов, а что вы мне даете потрогать рукой? Понятно? Нормальная стамеска, она должна была его что делать? Руку отрезать. Ни в коем случае пальцем нельзя. А как надо тогда? А технологии надо лупой посмотреть. 120 рублей лупа большая стоит, один на сколько дней на всю жизнь, да. И дома, и все. У меня, например, лупа есть дома. Иногда бывает лекарства, смотришь, и глаза особо не видят, тут лупой. Поняли? Лупой посмотрел, более-менее. А так можно заручено, если нету, посмотрел, вот так можно. Иногда бывает, что не так это, вот так посмотреть. Если что-то там не то, берете наждачную бумагу. Вот она, наждачная бумага, она у нас крупнозернистая, ставите на ровное место и снимаете вот эти заусины. Несколько. Поняли? Несколько. Только не на это. И вот так несколько раз делаете, но не особо. Поняли? Все. Инструмент к работе готов. Ну что, давайте начнем. Я надеюсь, так, нормально все будет здесь. Я снимаю, если что. Плохо, чтобы доказать. Так, давайте мы начнем. Линейка. А для чего нам линейка была? Линейка нужна. У нас с вами, прежде чем что-нибудь, пишите предложение одно. Так. Технологическая карта. Вот словосочетание напишите. Технологическая карта. Тире. Устаю я. Технологическая карта. Ладно. Стульчик дайте, пожалуйста. Дайте стульчик. Не, вот этот. Вот. Не надо. Технологическая карта. Это основной документ любого производства. Технологическая карта. Это основной документ любого производства. К сожалению, у нас технологическая карта сейчас
на это не составлено. Но вы имеете в виду, вот когда мы на Олимпиаде были, проверяли, мы туда самолет же повезли. Самолет полет. Технологическая карта, да это все баллы, что такое технологическая карта? Там написано, там нарисована схема этого самолета, понятно? Типа как паспорт, да? Да, паспорт, да, технологическая карта, схема, вид сверху, вид снизу, сколько масштаб, миллиметров, понимаете, линии, черты основные. Поняли? Технологическая карта обязательно должна быть. И вот по технологической карте смотрим, сколько длина этого изделия, 20 сантиметров. Мы примерно здесь отмечаем 20 сантиметров. 20 сантиметров отмечаем. Понятно? Диаметр какой? Допустим, 4 сантиметра диаметр. Вот сколько диаметр вот этой ручки диаметр. Давай посмотрим. У нас есть инструмент, смотрим диаметр около 3 сантиметров. Поняли? Около 3 сантиметров. Смотрим, и мы будем время от времени станок останавливать и проверять будем, есть здесь 3 сантиметра или нет. Ну что, давайте мы с вами вооружились и давайте начнем. Так, ну что, это. Так, я взял маленькую стамеску и сейчас делаю какую обработку? Черновую. А чистовую обработку мы сегодня так с вами не сделаем. Ну, хотя бы посмотрим, как что делается. Хотя бы. Так, смазали. Потому что, но смазывать все. Есть станки, при которых вот этот патрончик, он сам тоже вертится. Поняли? Он вертится, его смазывать не надо. А вот этот патрон, он не вертится, его нужно смазывать, чтобы... А то она вот греется, и греясь, прижимается, она как бы дырку делает туда в древесину. И постоянно, чтобы ее не прижимать, вот время от времени ее смазали, и все, можно продолжить с вами. Вот, очень даже... Легко она пошла. И еще сейчас мы немного ее обработаем. Главное, чтобы вы поняли, где моя. Так, ну что, почему она у нас не прижимаете ее до конца? Так, продолжим работу. Так. Ну что, сейчас мы посмотрим, если оно до конца. Не махайте, сделать, потерпите. В любом случае мы не успеем это все, это долго делается. Но посмотрим, мы чего сделали. Уже как? Нормально. Да? Нормально. Целая гиря. Да, все, пожалуйста, вот здесь мы ее... Конечно, до 3 сантиметров нам еще далеко. Видите, сколько здесь диаметр сейчас у нас, видите, так. Диаметр. Сколько диаметр? Сколько сантиметров? Около 5 сантиметров. Нам еще надо 2 сантиметра снять надо было, да?
2 сантиметра снять. Обработали, и в конце уже нам надо придать форму чуть-чуть. Делать красивые, такие, да, волнистый такой момент. Это уже можно и по технологической карте делать, и по своему усмотрению. Когда я в школе учился, мы прекрасно делали. Даже у моей бабушки очень долго, вот это была сковородка, у нее не было ручки. Я взял в классе 6 или 7 был, я для нее такую ручку сделал, красивую сам. И столько времени эта сковородка у нас была, я не знаю, потом куда она исчезла. И уже под конец, можно опять-таки, берем с вами что? Наждачку, ставим ее опять-таки вот сюда, и наждачкой можно обработать. Сначала крупнозернистая, потом среднезернистая, и под конец можно... И даже знаете, что говорят можно? Можно берем вот другой брусок, вот она крутится, и мы держим ее. И когда она вращается, говорит, уже окончательный вариант, все, больше ножом не надо работать. Она, говорит, греется и как бы лакируется вот этим горячим, горячая становится, и говорит, очень красивый такой момент. Как штукатурка. Да, вот как штукатурка, как будто вот специально как слой лака такой нанесли. Вот такие вещи тоже говорят, делают. Но сейчас у нас станок тоже есть, мы уже ее запустили. Я в ближайшее время куплю разные эти. В магазинах в Кизилюрте нет вот этих. Специально на месяц нету магазинов. Она говорят, там красавицы, я звоню, там есть, приобретем, будем работать. Так, ну что, давайте кое-что детально сейчас тоже еще раз отметим. Значит, это было у нас. Что это было у нас? Ручка. Ручка для Напильник. И не то, что напильника. Для чего хочешь? Для чего хочешь даже. Для чего. Но ручку для молотка здесь не сделать. Чтобы ручку молотка сделать, нужно фрезерный станок. Понимаете? Фрезерный станок. Это фрезерный станок, уже у нас его нету. Он очень дорогой. Фрезерным станком можно делать чего? Давайте пару предложений напишем сейчас.